Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материала по делу Алмазбекова Тилека Алмазбековича и Гусева Валерия Евгеньевича считается конченным. Предоставляется право заключительной речи. Валерий Евгеньевич, пожалуйста, пройдите к трибуне и, как говорится, все, что вы хотели. Я хотел просто дополнить сейчас потом. Высказаться. Я хотел сказать, что выступления всех предыдущих представителей Министерства юстиции, Верховного суда, Загургу Кенеша, они сводились практически к одному, что переоценка доводов апелляционной инстанции, смысл такой у них был, не требуется, не нужна, в общем, говорится там в их речах. Но я еще раз повторю, кассационная жалоба появляется только после вынесения решения апелляционной инстанции, и в ней приводятся доводы, которые не могли быть предметом рассмотрения в апелляционной инстанции. Кассационная инстанция может согласиться с доводами апелляционной инстанции, но со вновь появившимися доводами кассационной жалобы, какие причины не рассматривать их. И какие-то противоречивые объяснения. С одной стороны, вот представитель министра говорит, что должен рассмотреть, а с другой стороны, оказывается, не должен. И должен, и не должен. Вот сама неопределенность в речах даже присутствует. Вот. И, значит, если кассационная инстанция соглашается с доводами апелляционной инстанции и не отвечает на доводы, приведенные в кассационной инстанции, можно ли считать такое решение полноценной судебной защитой? Правильно отметил судья-докладчик, что вопрос задавала, является ли судебной защитой только доступ к правосудию, что человек обратился в суд, еще считается, что он получил судебную защиту. Но она же должна быть полноценной, она включает в себя не только обращение в суд, но и справедливое, законно обоснованное решение, которое включает в себя и изучение всех доводов и ответы на доводы в кассационной жалобе, а не только на то, что ссылка на кассационную, на апелляционную инстанцию. Вот. Но кроме того, что вот по поводу того, что Верховный суд оценивает кассационные инстанции, оценивает доводы жалобы, я обратился к представителю Верховного суда. То есть, получается, она оценивает не доводы кассационной жалобы, а доводы апелляционной жалобы, опять же. Соглашаясь с выводами апелляционной инстанции, она дает оценку доводам апелляционной инстанции. А что делать с доводами кассационной инстанции? Они повисают в воздухе, на них ответа нет. Вот об этом речь была в нашем ходатайстве, на который так пока и не был получен ответ от представителей. Непонятно, что они защищают. Я, кроме того, еще хотел сказать, что при экспертной проверке на соответствие законности законопроектов, когда они приводятся, там проводится проверка на коррупционную составляющую, на риски коррупционной составляющей. Я вот хочу сказать, что такая норма, которая позволяет не мотивировать решение, она несет в себе коррупционную составляющую. То есть суды могут выносить решения, связанные с коррупционными рисками, и они будут оставаться в силе только потому, что с ними соглашается кассационная инстанция. А ее решение не подлежит обжалованию, и никто не может спросить у судьи, а почему вы вот так вот решили, а почему он не обязан отчитываться за это, и решение вступает в силу. Не мотивировано, решение не обосновано. Теоретически считается, да, что он проверил все, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. На самом деле, а если он не проверил все, не ответил на доводы кассационной жалобы и утвердил незаконное неправосудное решение, к чему это приводит? А мы знаем, из практики случается такое, и ничего нельзя сделать.
исключили возможность, упразднив Президиум Верховного Суда, не мотивируя решение Конституционной инстанции, не запретили обращаться в международные суды, но возможности принятия жалобы лишены, поскольку там требуется мотивированное решение. Если нет мотивировки решения, они вернут жалобу без рассмотрения. Вот этим самым не запретили, но лишили возможности обращения таким образом, хитрым. Поэтому я еще раз прошу внимательно отнестись к доводам нашей ходатайства и принять соответствующее справедливое решение законное. У вас все? Все. Присаживайтесь. Айдарбек Асмалевич, вам предоставляется право заключительной речи. Спасибо. Так, уважаемый суд, уважаемые участники процесса, мы уже подходим к завершению этого дела. Ну, здесь я попытаюсь ответить на те вопросы, которые там участники процесса, то есть суд, задавали. В отличие от Гражданского процессуального кодекса, Административный процессуальный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс совсем разные принципы ведения дела. В Гражданском процессуальном кодексе широкие права предоставлены сторонам в деле, и они сами представляют доказательства суду и участвуют в исследовании доказательств по делу, и представляют материалы, там, собирают сами, и им предоставлено право. А в Административном процессуальном кодексе суд имеет право, потому что там административное процессуальное право носит публичный характер, и стороной выступает государственные органы и должностные лица, поэтому законодатель дал право суду истребовать, самостоятельно собирать доказательства дела, по делу. И вот в отличие в этом заключается. И поэтому Административный процессуальный кодекс не предоставляет кассационному суду право оставлять в силе, не мотивировать свое решение. Я думаю, здесь законодатель логично изложил свою позицию. А в Уголовном процессуальном кодексе собирание доказательств и добывание доказательств возлагается на органы следствия и правоохранительным органам, и прокурору. И в данном случае в Гражданском процессуальном кодексе, я думаю, это правильно было заложена такая норма, что при оставлении в силе решения двух инстанций не мотивировать свое решение. Поэтому я считаю это логичным и правильным. Так, здесь вот в законе пишется, что оставлять в силе не мотивировать решение при оставлении в силе, да. Здесь вот только суд оставляет в силе, то есть не мотивировать при оставлении в силе с выводами, когда они согласны с выводами апелляционной и кассационной инстанции. И здесь законодатель как-то ограничивает право кассационной инстанции, поскольку кассационная инстанция, задача направлена на том, что проверять процессуальные материальные права, а не следовать, не собирать новые доказательства. Поэтому, исходя из этого, была заложена эта норма, я считаю, потому что кассация лишена возможности собирать доказательства и исследовать, требовать доказательства. Поэтому они при оставлении в силе, в данном случае норма соответствует и приводит, логически правильно изложена эта норма, я считаю. Поэтому мы просим отклонить ходатайство обращающейся стороны. Вот сюда. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Алмазбекова Тилека Алмазбековича и Гусева Валерия Евгеньевича о проверке конституционности части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.